Гостиный двор с Владом Зерницким. Ну что ж, я с удовольствием говорю добрый день вам, уважаемые друзья, радиослушатели. Поздравляю вас с праздником Хаг Самеах и сообщаю, что в эфире программа «Гостиный двор». Меня зовут Влад Зерницкий. И скажу вам, что однажды, 2 с небольшим года назад, раздался в моем доме телефонный звонок, и мне предложили выступить в Мексике. До этого о Мексике я знал только по фильмам, где играл Антонио Бандерас, и по учебникам географии наблюдал за этим. Поэтому для меня это было, конечно, удовольствием, необыкновенным приключением, или, как говорят на иврите, «хавая мисуемет». И я согласился и полетел через океан в рождественские дни туда. И знаете, что сразу после первого пребывания я влюбился в эту страну и открыл ее для себя совершенно по-другому, чем мы с вами представляем. По крайней мере, те, кто там никогда не был. Но сегодня я хочу, чтобы в Мексику влюбились и те, кто будут слушать нас на волне 89.1 FM. Почему? Потому что я вам сейчас представлю нашу гостью именно оттуда. Через океан она прилетела сюда, и сегодня она находится у нас здесь в студии. Она знаток и исследователь этой страны, Мексики. Она автор путеводителей по Мексике и Кубе в серии «Вокруг света». Она генеральный директор компании Arminas Travel. А самое главное, она очаровательная женщина. Армина Вольперт. Армина, здравствуй. Здравствуй, Влад. Очень приятно, такие комплименты. И особенно после этой песни я вообще уже совершенно на своем месте, в своем ощущении и атмосфере. Я слышал и видел, как ты реагируешь на эту песню, поэтому сразу первый вопрос, который я хочу тебе задать. Скажи мне, ну, многие, естественно, сейчас узнают, что ты уехала из Израиля в Мексику, но ты больше себя ощущаешь мексиканкой или израильтянкой? Кем? Расскажи. Ой, это самый сложный вопрос. Потому что, безусловно, сентимент, такой глубокий сентимент к Израилю, он никуда не делся. И, в общем, почти 20 лет вне страны.
но каждый раз я приезжаю, понимаю, насколько это мой народ, насколько это моя страна. Тем не менее, мне настолько комфортно в Мексике, и я так люблю жить вот эту вот ежедневную жизнь с мексиканцами, с их теплом каким-то совершенно невероятным, и даже где-то простотой и наивностью, и все это, безусловно, уже часть меня. Это две такие стороны моей души, которые, наверное, уже не могут существовать друг без друга. Вот, поэтому, безусловно, я мексиканка тоже. А сколько лет ты живешь в Мексике? Но уже больше 16 лет. Да. Я буквально сделаю маленькую историческую справку для тех, кто нас слушает. Мексика, а официальное название этой страны Мексиканские Соединенные Штаты, это государство в Северной Америке. Чтобы вы понимали, оно граничит на севере с Соединенными Штатами Америки, на юго-востоке Белиз, Гватемала, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке водами Мексиканского залива и Карибского моря, в котором я имел удовольствие плюхаться. 13-я страна в мире по территории. Живет там на сегодняшний день примерно 116 миллионов человек, и в мировом списке величин валового внутреннего продукта Мексика занимает 12 место, и для сравнения Израиль 48-е. Ну, а что еще такое Мексика, мы, конечно же, будем разговаривать с Арминой. Армина, что такое современный мексиканец? И насколько он, скажем так, отличается от израильтянина, если можно сравнить? Знаешь, Влад, очень подробно, ты на самом деле очень хорошо подготовился. И все эти данные, по сути, я должна была бы тебе рассказывать. Не надо. Но ты большой молодец. Вот. И вот по тем цифрам, которые ты даешь, безусловно, речь идет об огромной стране, об очень разной стране. Антропологически она невероятно разнообразная. И каждый штат, а их 31, включая Мексико-Сити, это отдельный штат, это, в общем, самый большой город в мире, как ты знаешь, везде разные совершенно мексиканцы. Поэтому очень сложно, на самом деле, вывести какой-то такой образ конкретного мексиканца там в таком сомбреро и с усами. И они все разные. Это зависит от того, от истории этого штата, от того, как это развивалось и с точки зрения исторической, с точки зрения конкисты, с точки зрения того, как на них влияли, например, те же испанцы или французы, потому что была не только испанская интервенция, но и французская, американская гораздо позже. Вот. Есть штаты абсолютно, есть части географические Мексики, где живет в основном абсолютно индейское население, они даже внешне абсолютно отличаются от людей других штатов. Поэтому сложно, но если говорить в таком, общими какими-то терминами, я могла бы сказать, что мексиканец — это, во-первых, очень теплый человек, очень открытый. Любое, вот если мы сравниваем с израильтянами, любые вот формы поведения нашей такой спонтанности, чисто израильской, конечно, на мексиканцев действует абсолютно, они просто их это парализует, там, повышение голоса, тона и так далее. Они очень вежливые, слишком даже вежливые, и очень семейные, то есть очень много детей, для них это действительно очень важно. В общем, опять же, все зависит от того, о каких мексиканцах мы говорим и о каком возрасте идет речь, но народ в общей своей массе исключительно приятный и очень открытый. Ну, а компания туристическая, которую ты создала, она базируется, и, в общем-то, все действие происходит из города Канкун, где вы живете. Мы физически, наш головной офис находится в Канкуне, но не более того. Мы, безусловно, предлагаем всю страну. Страна настолько интересна с точки зрения исторической, абсолютно по-разному интересно, и каждая, просто можно взять любой географический кусок, он будет рассказывать совсем другую историю Мексики. Вот, поэтому мы, безусловно, предлагаем всю страну, физически мы находимся в Канкуне, при этом имеем офисы и в Мексико-Сити, и в Пуэрто-Вальярта на Тихоокеанском побережье, и в Лос-Кабос. Мы официальные представители как раз от Министерства туризма Лос-Кабос. Поэтому, в общем, абсолютное разнообразие и на любой вкус. То есть быть официальным представителем Министерства туризма огромной страны, это означает, скажем так, доверие и определенная такая индикация того, что вы проверенный партнер. Мы много очень лет, конечно, на рынке. Наша специализация в основном русскоязычный рынок.
Вот, поэтому нас так и воспринимают и на уровне Министерства туризма, и, в общем, были такие довольно важные контакты со стороны правительства относительно нас. И, в общем, мне кажется, что они все правильно делают, потому что мы специалисты по этому рынку, и они понимают, что, в общем, двигать этот рынок стоит через глаза и руки и ментальность тех людей, которые понимают этот рынок. То есть это то, что называется руссо-туристо. Ну, примерно, да. Тоже, в общем, очень разное. Об этом, да, мы поговорим. А скажи мне, пожалуйста, как начиналась эта фирма? Я понимаю, что, видимо, ты начинала, скажем так, с самых низких позиций, там, допустим, не знаю, курсовод или как это было? Ну, откуда эта идея? Смотри, на самом деле, конечно, нет низких позиций, Ну, когда я имею в речь виду, да, идет... стартовая. Нет, ну, чисто иерархическая, Да, такая абсолютно. планка, да. Да, безусловно, то есть начиная там от стояния в аэропорту там, с табличкой, и после этого какие-то такие выезды первоначальные в какие-то парки, потому что, в общем, я ничего, конечно, о Мексике не знала. Я приехала, и я даже на испанском не говорила. Поэтому вот все эти ступеньки были пройдены. И в какой-то момент я начала работать в мексиканской компании как гид. Вот. И, безусловно, это такое мне дало такой базис очень серьезный и понимание страны, ощущение страны. Я очень много ездила по стране как гид и, безусловно, все время училась. Самое смешное, что меня никогда раньше, до Мексики, вообще меня особенно не интересовала история. А тут Мексика мне просто перевернула голову. И, знаешь, как говорят на русском, съехала крыша у меня на этой стране. Поэтому, конечно... когда ты едешь и чувствуешь, и видишь, и нюхаешь, и пробуешь, то ощущение приходит совсем иное, и в итоге все это кончилось тем, что я сначала открыла отдел восточноевропейский в одной мексиканской компании, где я уже просто начала работать в офисе, что, в общем, было для меня очень странно, но мне это начало нравиться, потому что все начало двигаться, это был очень хороший момент для этого. Вот, а после этого я вот уже 7 лет назад, как ушла из мексиканской компании, открыла свою собственную. И, судя по всему, это удалось, то есть преуспело, потому что в этом году, я знаю, было очень серьезное мероприятие, которое ты провела, и впервые, в принципе, да, в истории Мексики это было что? Туристические компании или представители мексиканских туристических компаний? Да, на самом деле, так как мы много лет подряд ездили на туристические выставки в Россию, и в какой-то момент это все работало, и все было, в общем, все было нормально. Последние годы это стало, в общем, не для нас, потому что мы строго работаем с туроператорами и, в общем, понимали, что нам надо как-то выйти на них и сделать как бы такое мероприятие для нас, для мексиканских провайдеров. Я там, например, как принимающий оператор Арминас Travel, но отели, те же отели, они, в общем, тоже хотели это делать через нас, потому что у нас есть доступ к этим самым туроператорам российским. Поэтому я просто создала такую ассоциацию. Я пригласила мексиканских провайдеров. Это разные отели, парки, даже офисы развития туризма, то есть от Министерства туризма. Все мы вошли в такую вот организацию и начали делать свои собственные выставки в России, которые посвящены исключительно Мексике. То есть никто не тратит время на какие-то другие страны. И операторы четко приходят, те операторы, которые хотят заниматься этой страной. Мне кажется, что это гораздо более эффективно. И вот первый вот такой опыт, который был сейчас в феврале, по-моему, себя доказал абсолютно. Вот, поэтому я очень довольна. Да, я вижу, то есть ты довольна. Ну и мне интересно. Теперь я хочу еще, конечно же, поспрашивать о Мексике, а после рекламы вполне вероятно мы предоставим возможность и нашим радиослушателям задать вопросы о Мексике. Ну, во-первых, я должен отметить, что президент Мексики очень молодой человек, ему 48 лет. Да. И скажи мне, насколько вообще, как бы, ну, если можно так говорить, в стране существует порядок? Насколько, скажем так, власть сильна и... Смотри, об этом, в общем, довольно сложно говорить, потому что столько прессы неправильной и то, что пишут о Мексике. На самом деле ситуация безопасности и порядка в Мексике абсолютно географическое понятие. То есть абсолютно четкие территории, куда, в общем, не стоит нос показывать. Например, север Мексики, да, мы говорим там о штатах Синалоа, да, там Тихуана, значит, фильмы, которые американцы снимают, они более-менее правдивые. Американцы замечательные, вот, и они в своем стиле все это снимают, очень смешно. Вот, но, тем не менее, это районы гораздо более чувствительные, потому что это такие проходы бизнеса конкретного, да, там наркотрафика, да. можно, да? Вот, но
К счастью, это не имеет никакого отношения вообще к туризму. Там нет ничего, что могло бы быть интересно вообще туристам. Вся остальная часть Мексики, где мы возим это из Мексико-Сити, из самой столицы, через фантастические штаты, такие как Оахака или Чиапас, или Юкатан до Канкуна, или мы едем в другую сторону до Акапулько, или мы едем в Лос-Кабос и потом в Медный каньон. Все эти части абсолютно безопасны. Вот, и это не имеет, на самом деле, большого отношения к нашему новому и молодому и красивому президенту. Вот, а это такая уже, в общем, динамика многолетняя. В общем, определенные договоренности существуют между политиками, между как бы людьми, которые делают бизнес. Вот. И вот этот статус-кво, он, в общем, соблюдается. И у нас, в общем, тьфу-тьфу-тьфу, за все эти годы, в общем, столько лет на рынке, уже 15 лет, ни разу не было ни одной ситуации, которая была бы вот сопряжена с каким-то таким, ну, вот неприятностями для туристов. Абсолютно. Я, кстати, когда был в Канкуне, вот нет, 2 раза я был уже, я обратил внимание, сколько полиции разных. Есть и городская полиция муниципальная, да, там есть федеральная, федеральная, да. Эти мотоциклисты с автоматами. Меня это, как израильтянина, не пугало, более того, вселяло дополнительную уверенность. И я видел, как они, например, однажды поймали мотоциклиста, который мчался на какой-то там Хонде, километров 200, как они его поймали моментально, привели в чувство, там чуть ли не ноги расставили, оштрафовали. И это приветствуется мексиканцами, да, тоже? Да, безусловно. Ну, во-первых, смотри, ты был в Канкуне, Канкун исключительно курортный город. И курортный город, в общем, такого очень американского плана. Вот, у нас очень такая существует шутка, если ты помнишь, в самой середине вот гостиничной зоны Канкуна стоит огромный флаг мексиканский. Да, ну, огромный, конечно. помнишь? Так вот, говорят о том, что поставили этот флаг для того, чтобы американцы просто были в курсе, что они не в Америке. Вот, поэтому, безусловно, все, что будут говорить американцы, это основной рынок для Канкуна. Очень исключительно важно. Тема безопасности очень важна. Есть полиция так называемая туристическая, то есть, вот, видимо, ты ее как раз видел там в гостиничной зоне, есть федеральная, есть муниципальная, вот, но вот я как-то очень редко вижу людей там в масках и с оружием. Ну и правила дорожного движения ты не нарушаешь. Ну, я и не нарушаю, да. Ну что ж, у нас разговор о Мексике. У нас сегодня в гостях очень интересный человек, Армина Вольперт, генеральный директор компании Arminas Travel. Одновременно с этим она и знаток, и исследователь Мексики. Мы говорим об этой необыкновенной стране. Более того, после рекламы мы можем принять ваши звонки с вопросами о Мексике. 072-428-991. 072-428-991. Не стесняйтесь, звоните, если захотите. По крайней мере, Армина сказала, что она готова ответить на ваши вопросы. А я предлагаю послушать рекламу и вернемся. Гостиный двор с Владом Зерницким. 16 часов 24 минуты. Друзья мои, как вы можете себе догадаться, когда говоришь о Мексике, да еще с человеком, который живет там 16 лет и любит эту страну, то ты сам погружаешься в нее. Более того, я вижу, как наши радиослушатели завелись-то, звонки пошли один за другим. Мы сейчас будем разговаривать с первым радиослушателем, который позвонил, у него есть вопрос. Должен напомнить вам, что Мексика подарила миру шоколад, кукурузу и перец чили. Правильно, Армина? Да, правильно. И не только. И не только, вот, нет, не только, да. Я не хочу уменьшать заслугу Мексики в развитии мира. У нас сегодня в гостях Армина Вольперт. Именно этой женщине принадлежит красивый голос. Она знает Мексику, она ее до сих пор исследует, изучает. Она написала путеводители совместно, в том числе, да, с писательницей. Мы должны ее будем вспомнить, Марина Желиховскую, да? Да, это же журналист, моя приятельница, да. И генеральный директор компании Arminas Travel. Итак, первый вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире. Армина, одень наушнички, пожалуйста, вот, да, чтобы ты слышала вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. У меня вопрос к человеку, который понимает в мексиканской кухне. Ну, да, судя по всему, что-то, да, мы понимаем. Да, кое-что понимаем. Да. Меня, как туриста, всегда интересует именно эта составляющая этого тиюля, как значит, любителя покушать. Меня интересует такое. Я где-то вот читал, не знаю, вот вы меня опровергнете или нет, информацию о том, что все, что считается мексиканской кухней, в принципе, является производным от американской. И то, что едят, скажем, аборигены мексиканские, это совсем не то, что подается как мексиканская кухня в Америке. Вы абсолютно правы. На самом деле эта кухня называется Tex-Mex, и она не имеет никакого отношения к мексиканской кухне.
Мексиканская кухня, кроме того, надо сразу отметить, она относится к достояниям человечества, отмеченная ЮНЕСКО. То есть это сложная, очень разноцветная и далеко не всегда острая кухня. Вот, но все варианты вот производные, которые пытаются подбить под европейский паладар, то, что называется, под европейское ощущение еды, и тем более американское, оно, конечно, не приближается к оригинальной мексиканской кухне. Так у меня дополнительный вопрос на эту тему. Насколько, скажем так, непосвященному желудку безопасно, скажем, взять и просто питаться местной едой? Насколько это вообще... Исключительно местно и абсолютно безопасно. Это, опять же, зависит от того, в каком штате вы находитесь, потому что даже такие известные блюда, например, как блюдо с моли, соусом моли, может быть, вы слышали. Я гуакамоле очень люблю. Гуакамоле, оно, в принципе, везде одинаковое, да. Это авокадо, и его делают немножко иначе, чем в Израиле. Вот, но это самое простое блюдо. Есть блюдо такое гораздо более интересное, это соус моли. Он примерно состоит из 20 ингредиентов, он такой коричневый, он на основе шоколада, разных видов шоколада. Да. Вот, и уровень, и только моли, например, есть около 20 видов, и в целом ряде штат проводят фестивали моли. Вот, есть, например, в Оахаке фестиваль 7 моли. И они действительно могут быть очень острые и так далее. Но, естественно, каждый должен для себя решить, какую остроту он готов вот для себя выдержать. Но кухня очень качественная, очень сложная и абсолютно безопасная, однозначно. Можно я Меня заинтриговали, я сейчас утону в слюнях. Я добавлю от себя, я дважды побывав в Мексике, с удовольствием кушал мексиканскую вот кухню и не страдал ничем абсолютно, наоборот, только получал наслаждение. У меня есть такая традиция кушать в той стране, где живешь. Так что прилетайте в Мексику и наслаждайтесь мексиканской кухней. С удовольствием. Спасибо за вопрос. вам. До свидания. Спасибо. Скажи мне, испанский язык. Ты совершенно свободно говоришь на испанском языке сегодня. Да, конечно. Насколько сложно его учить вообще? И отличается, есть ли какой-то там сленг или диалект в Мексике? Который отличается от испанского Испании. Если ты можешь сказать об этом. Да, это не диалект, это все-таки тот же испанский язык, но, безусловно, и сленг другой, и произношение совсем другое. Мы подхихикиваем, на самом деле, над испанцами. У меня травма, они кстати, говорят понял. неправильно, в Да. отличие от нас. Вот, но я считаю, что язык очень легкий, кроме того, надо еще учесть то, как ты учишь язык, и что, как реагирует среда. Народ настолько открытый, и они так любят иностранцев, что они просто кайфуют от твоих ошибок и поправляют, и ведут. Я не учила, вообще у меня не было ни одного формального урока испанского языка. Вот, тем не менее, и у меня почему-то вот испанский, когда я говорю на испанском, я говорю гораздо сочнее и грубее, чем я говорю на русском. А ты можешь сказать, я сегодня приехала в гости на Первое радио, даю интервью, и мне очень хорошо. Что-нибудь в этом No, роде. estoy aquí muy feliz contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estoy encantada de estar aquí. Феноменаль. Феноменаль, Армина. Не говори на итальянском. Ну, подожди, есть же там у вас только феноменаль? Я помню, No, феноменально, не Феноменаль, совсем. да. Estupendo, maravilloso, excelente. Не, я просто запомнил это слово. Ну ладно, я потом. Окей. У меня травма после Мексики и Ну вот. испанского языка, потому что, как я понял, на испанском языке пишется, например, Б и В раздельно. То есть Васко де Гамо, а говорится все время Баско. То есть если даже написано В, говорится Б. Примерно как у нас Пей. Там или Шин, то есть Баску. И вы представляете, как звучало мое имя, когда вместо того, чтобы Влад, что они говорили, и я там... Благо они не знают перевода. Да, я работал над этим, да, в Мексике. Так, продолжаем дальше. У нас есть звонки 072-42-891. Есть звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валера Колядов. Валера, ну у вас не мексиканская фамилия, точно. Ваш вопрос. У меня вопрос к Армине. Я уже отдыхал в ее компании. Как там по поводу рыбалки на яхте? Цены снизились или поднялись? Цены всегда поднимаются. Вы знаете, такое универсальное на самом деле Рыба становится явление. меньше, цены... Да, но зависит, естественно, от яхты, зависит от количества часов, которые вы выезжаете. Вот, но, в принципе, да, рыбалка глубоководная, вы, видимо, были на глубоководной рыбалке. Вот, и это целая команда выезжает, вы помните, как это все происходит, и, в общем, для хорошей рыбалки это, по крайней мере, 8 часов нужно, и обычно это довольно дорого, вы правы. А что касается цен, должен сказать, это не в прямом эфире, это вот зайдите на сайт arminastravel.com, там узнаете.
Была такая постановка вопроса, что можно задавать любой вопрос. Ну, сами понимаете, мы же не будем сейчас... Ну, хорошо. не Нет, продаем Нет, вопроса путевки, о да. ценах и не было. Спасибо. Вот так, идем дальше. Теперь я хочу затронуть одну фамилию. Я впервые с этим столкнулся в Мексике, был шокирован и поражен в хорошем смысле, в культурном смысле этого слова. Письменность майя, о которой все говорят, ее расшифровывали много и все, кому попало. И вдруг Юрий Валентинович Кнорозов, ученый, русский ученый, он расшифровал, да? Расскажи вкратце эту историю. Ты знаешь, это хорошо звучит, и это Да. очень хорошо продается для русскоязычного А. рынка, что вот наш как раз ученый Кнорозов, действительно Юрий Валентинович, урожденец Ленинграда, вот, расшифровал письменность майя. На самом деле это очень большой труд, и там целая команда, не только в России ее расшифровывали, но и в Америке была большая школа майистов, и в Европе большая школа майистов. И все это, в общем, был результат совместного труда. Безусловно, вклад Кноросова, он очень серьезный в расшифровку иероглифов майя. Причем, знаешь, были такие даже любопытные очень ситуации. Это был как раз период Холодной войны, и альтернативная школа майистов была как раз американская. И один из ученых, Томпсон, сказал, ну, вот этот вот русский, который сидит у себя в России, ни разу не был за границей и не знает испанского языка, он, конечно, не может расшифровать иероглифы майя. На что Кноросов очень справедливо ответил, это работа, в общем, в библиотеке, и мне совершенно для этого не нужно лазить по пирамидам. И тем не менее он дал очень серьезный код, он дал целый ряд решений, таких чисто эпиграфических, которые, безусловно, помогли в расшифровке иероглифов майя. Сегодня речь идет примерно о 80% текстов, которые расшифрованы. А вот интересно, после расшифровки письменности майя, выяснилось ли, что знали ли они, что они предсказали конец мира в позапрошлом году? И у них ничего не получилось. Да. Или у них в календаре этого не было? Это Нет, все нет, тоже... нет. Это на самом деле совершенно описанные четкие 5 солнц, так называемые. Это периоды жизненные, которые были описаны и четко как бы была возможность измерить временные как бы такие замерения. И вот это вот известное 23 декабря 2012 года, это было как раз конец одного цикла и начало следующего. Поэтому мы к этому относились как к новой эре и как к новому циклу счета времени. Вот. Просто совпало так, что этот счет как раз заканчивался с календарем майя, и все, в общем, сделали такую большую трагедию из этого и сказали, вот это будет конец света. Вот. На самом деле это, в общем, начало новой эры, которую мы, по-моему, замечательно совершенно начали все вместе. Да, согласен с этим. Спасибо, Майя. Так, а теперь я хочу спросить вот о чем. Не будет, это секрет, конечно, для наших радиослушателей, я его открою. Я никогда, в общем-то, не пил текилу и не признавал ее. Особенно я всегда проходил мимо и удивлялся, зачем наливают в эти узкие высокие стаканчики белый напиток, встряхивают, там, сыпят соль на руку, пока не побывал в Мексике. И в Мексике я влюбился в текилу. То есть сегодня у меня дома текила присутствует обязательно, привезенная из Мексики, причем больше я отдаю предпочтение репосадо этому виду. Правильно? Ты правильно. Да, меня научили, мне показали 3 основных сорта текилы. И я хочу спросить, первое, действительно ли это мексиканский обычай соль на руке и текила? И вообще, как они пьют текилу, какую текилу надо пить? Безусловно, соль, лимон и все сопровождающие ритуалы имеют очень мало отношения, на самом деле, к Мексике и к тому, как мексиканцы пьют текилу. Хорошая текила – это коньяк. Коньяк пьется медленно, коньяк пьется с таким абсолютно, они это называют деречо, чисто и напрямую. Вот. И есть действительно 3 вида текилы. Вот этот белый, то, что ты назвал белая текила, это молодая текила. Вот. И она в основном, она, конечно, дешевле, и она такой более легкий напиток, она, несерьезная такая, она типа, можно, наверное, сравнить с самогоном. Вот. Следующее от года до 3 это как раз репосадо, который тебе очень нравится, Да. и он уже пожелтее. Да. Вот. И это хорошая текила, замечательная, есть и Дон Хулио, и Радура. И после 3 лет это уже текила анехо, она еще дороже, да, она коньячного цвета, да. И, безусловно, все эти виды, особенно 2 последних вида текила, они пьются напрямую, без всякой соли и всякого лимона. А лайм нужен здесь? Нет. Нет? Нет. Хорошие мексиканцы, правильные мексиканцы. Да. Нет, конечно. И, кстати, никто не использует лайм, никто не портит вкус текилы, потому что это действительно напиток, в общем, такой очень, очень богатый своей гаммой вот этого ферментации агавы.
Поэтому нет, лайм никто не использует. Это чисто туристические дела. Я понимаю, что, может быть, я рекламирую, но я наслаждаюсь вкусом текилы сегодня, поняв, что это такое непосредственно в сердце, там, где производят. Два слова. Во-первых, агава — это Кактус. плод кактуса, да? Или, Да. Это кактус. На самом деле агавы, и это в основном делается из голубого агавы, это кактус, это один из видов кактусовых. Вот, но сама текила действительно делается из сердцевины. Ее называют пиния. Пиния, на самом деле, в переводе это ананас. Просто сердцевина агавы, она выглядит как ананас. Вот. И там на определенном, когда ее выращивают, там после 5 лет определенным образом разрезают листья, после 7 лет еще там каким-то образом разрезают, пока вот этот вот ананас не доходит до определенной величины, и вот его начинают уже как раз ферментировать под землей, но там все это очень сложно. А это производят не во всех штатах текилу, да? Да. Текилой может называться, это точно как во Франции история с шампанским, да? Текилой может называться только агавы, выращенная, обработанная в штате Халиско и в штате Наярит. Вот вот эта это часть. из 30 штатов. Да, из 31 штата, да. Ничего Но себе. есть еще один совершенно замечательный напиток, который Мискаль, вот я да? хочу... Да. Хотел спросить. Ай-яй-яй. Расскажи, я не знал об этом. Мескаль — это Да. просто сейчас фишка новая. Это такая мода. Вот. Дело в том, что это тоже голубое агаве, но оно выращивается немножко на другой территории. Оно выращивается в Оахаке, в совершенно замечательном штате Оахака. Вот. И оно другого вкуса, потому что это та же семья, та же фамилия агавы, но делается это немножко иначе, и мескаль, хороший мескаль сегодня, он даже дороже текилы. Я думаю, что это просто будущее. Это вот такая вот новая тема у нас. Я пробовал мескаль. Да. Ха-ха-ха. Итак, 072-42891. Вопросы Армине Вольперт. Почему я сказал Вольперт? Красиво. Кстати, Армина — это имя откуда? У меня Корни. папа армянин и очень гордится этим, и моим именем тоже. Армина, красиво. Да. Армина Вольперт у нас сегодня генеральный директор компании Арминас Travel, знаток исследователь Мексики. Звоните, если у вас есть вопросы по Мексике. 072-42891. Что я еще хотел спросить? О текиле я выяснил. Кстати, когда я говорил о том, что Мексика подарила миру шоколад, кукурузу и перец чили, Армина сказала не только это. Я знаю, что еще подарила, и Армина уверен тоже. Во-первых, иероглифическое письмо. Иероглифическое письмо, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, точный календарь, математику, астрономию. Ты хочешь что-то добавить еще или нет? Не, в общем, это основные такие темы, которые, да, причем есть совершенно конкретные доказательства, где мы по, например, расчетам древних индейцев можем просто увидеть карту неба, которая, в общем, была открыта, например, в том же 20 веке. То есть здания, которые построены там в каком-нибудь археологическом центре в Теотиуакане, они накладываются на карту современного неба. В общем, часть из которых вот эти планеты были открыты вообще гораздо позже, чем существовали эти индейцы. Поэтому загадок очень много. И одна из основных загадок — это то, куда на самом деле делась вся эта культура и куда делось все это знание. Вот, потому что на момент прихода сюда испанцев, а ты помнишь, да, в каком веке это было? Испанцы, это был 16-й. Правильно. Я знал, слышите, я знал, мне никто не подсказывал сейчас совершенно. Так. Вот, в XVI веке, на самом деле, большинство центров культурных и эзотерических, религиозных находились уже в полном запустении, они были уже покрыты полностью джунглями. Так. Вот, и цивилизация как таковая уже не существовала. То есть, безусловно, когда приходит Кортес, в общем, будучи человеком исключительно обаятельным и таким очень способным, он все очень правильно, на самом деле, построил свои общения с Монтесумой, с тем самым императором, который на тот момент присутствовал в центре Мексики. Это сегодняшний, кстати, самый центр самого города. Это Теночтитлан. Вот. Он, на самом деле, уже общался с совершенно молодым племенем индейцев. То есть древнего племени, которое несло вот эти знания, уже не было. И это одна из, в общем, очень серьезных загадок Мексики. Куда они все делись? Я думаю, что красивый молодой президент Мексики Энрике Пенья Нието должен вручить тебе орден
пурпурного льва какого-нибудь, за ту любовь к этой стране, которую, наверное, не каждый еще Безусловно, мексиканец люблю. несет. Ты Да, же просто безусловно. купаешься в этой теме. Это моя тема, это моя жизнь. Для того, чтобы добавить, друзья мои, удовольствие от этой темы всем нам, мы послушаем еще одну песню, которую нам прислали прямо из Мексики. И напоминаю о том, что после рекламы мы вернемся к разговору с Арминой Вольперт. Она у нас сегодня рассказывает о Мексике. Ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito, por si no saben yo soy el papá de los pollitos. La plaza me pertenece, mientras vivan yo decido, y el que se meta se muere si no se arregla conmigo. Yo no respeto niveles, menos mi cuerno de chivo. Ya saben que soy el jefe y que conmigo no pueden, más vale que me respeten, porque son bravos mis plebes, con una clave se activan, y eso sí, pecan de crueles. Sigo reclutando gente, mi negocio lo amerita. El estado sinaloense es el que más participa. Jalisco y Tierra Caliente, Nayarit y Tamaulipas. Итак, 16 часов 46 минут. Я бы мог бы, конечно, все это сказать и на испанском языке, если бы знал, что меня поймет как минимум 30% моих радиослушателей. Но так как мы в Израиле говорим на русском на нашей радиостанции, то я говорю добрый день всем вам. Спасибо, что слушаете. И спасибо тем, кто только включил свои радиоприемники, потому что у нас сегодня интересная программа. В ней главным героем и гостей выступает Армина Вольперт. Она знаток и исследователь далекой Мексики. Она автор путеводителя по Мексике и Кубе, и она генеральный директор компании Arminas Travel. Мексика у нас сегодня во время Песаха в Израиле. Но должен сказать, что в начале программы мы говорили о том, что Армина уехала из Израиля в Мексику, и что для меня приятно, Армина говорит на иврите. И не забыла этот язык. Не, мы сейчас не будем говорить на иврите, я просто сказал. Нет проблем. Но это делает тебе честь. Но Спасибо. я хочу вот к чему вернуться. Неожиданно для себя, я все время хвастался везде, что в Израиле средняя продолжительность жизни очень большая. И вдруг я выясняю, что в Мексике мужчины живут 73 года, а женщины 79. Чем можно объяснить такую продолжительность жизни? И вообще, насколько климат там действительно подходит для того, чтобы, я не знаю, кожа сохранялась и не было морщинок? И я почему это спрашиваю? Потому что в принципе, вот я, когда говорю со своими знакомыми о Мексике, почему-то существует такой штамп, что это какая-то бедная, заброшенная страна, Да. где-то бог знает где. И я всем теперь уже, являясь пропагандистом, объясняю, что это не так. Вот расскажи мне, почему такая Ты знаешь, мне продолжительность кажется, жизни? что функция вообще продолжительности жизни, она прежде всего связана с фоном эмоциональным. Вот. И, безусловно, например, если ты говоришь там о жизни в столице, Да. мы говорим о, в общем, городе с очень сильным загрязнением воздуха, потому что город находится на такой точке между вулканами, и это создает такой особый совершенно климат. То есть, когда видно небо, все очень радуются и чуть ли не фотографируют это небо, потому что он находится в таком, ну, как в котловане. Ну и с тем сумасшедшим трафиком, который может быть в самом большом городе мира, это, в общем, я не думаю, что качество жизни это замечательное, вот, а совсем наоборот. И я думаю, что основная тема продолжительности жизни у мексиканцев — это их такой вот настрой по жизни. Они не амбициозны, они спокойные. Нет вот этого такого невротического фона, который, в общем, сопровождает и Европу, и, в общем, Израиль.
И люди, в общем, всем довольны. Вот я помню, что одно из таких самых сильных впечатлений у меня в Мексике было, что с кем бы ты ни говорил, и ты спрашивал, как дела, то в отличие от Израиля, где, в общем, все начинают как-то так ныть, в общем, при том, что объективно, в общем, все в порядке, у Мексики у всех все замечательно, просто замечательно. Они тебя так уговаривают, что у них все просто очень хорошо. Вот. Гораздо легче люди, вот они относятся ко всему гораздо легче. И, кроме того, конечно, очень большой процент людей живет то, как жили их предки тысячи лет назад. То есть они живут фактически в формате абсолютно сельскохозяйственном, живут от поля. То есть если приехать в деревню, можно увидеть, как это было много лет назад. Точно так же. Например, если мы говорим о Юкатане, ты заезжаешь, просто сворачиваешь на любом участке пути вообще в любую деревню, и ты видишь, ты заходишь в дом, такой чисто майянский дом. Это такая избушка из глины. Вот, и там прямо горит костер. Гамаки. Гамаки обязательно. Спят исключительно в гамаках, спят парами в гамаках. Вот, кроватей в принципе нет. Они даже не знают, что это такое. В общем, я хочу сказать нашим радиослушателям, слетайте один раз в Мексику. Да, побывайте это там. Совсем другой мир, это просто другой мир. Есть еще один вопрос у меня к тебе. Я хочу поговорить о путеводителях в серии «Вокруг света», о Мексике и Кубе, которые ты написал совместно с Мариной Железковской. Но в любом случае я хочу спросить, эти путеводители ты написал уже после того, как ты начала работать в туристической сфере? Влад, очень важное уточнение. Да, пожалуйста. С Кубой там произошла большая путаница. Я не понимаю, почему я там фигурирую. То есть ты не писала? Да, ты писала о Мексике? Я писала исключительно я тоже Мексику. удивился, думаю, что вдруг на Кубу? Она же там рядом. Рядом это ничего может не быть, значит. на лодочке мотанулись там. Нет, там в Амазоне что-то перепутали очень серьезно, и везде фигурирует мое имя, но я написала совместно с Машей путеводитель исключительно о Мексике. Вот. Но это не, на самом деле, «Вокруг света», это же формат очень конкретный путеводителя, это такая техническая, даже такая, в общем, оперативная информация, это не совсем такой творческий процесс, это больше накопительный информационный процесс. Вот. Но, тем не менее, это первый путеводитель, действительно, который был написан на русском языке и который был издан, в общем, таким серьезным изданием, как «Вокруг света». И кое-кто из здесь присутствующих им пользовался, между прочим. Я надеюсь, что он был полезен. Он был очень полезен. Я должен еще сказать, что вот история, я читал историю полуострова Юкатан, где находится Канкун, и где ваш генеральный офис. Мне это очень сильно напомнило историю с Крымом ныне происходящую. Вот давай без параллели исторически. Нет, я просто скажу, что в 19 веке там была республика Юкатан, которая объявилась независимой. Абсолютно верно, да. И индейцы Юкатана, они всегда были очень независимы. Это был такой вот дух герейрос, дух воинов. И они действительно они дольше всех сопротивлялись испанцам. Вот. И долго, фактически до 1952 года шла так называемая война каст. То есть это были индейцы против испанцев. Представляешь, вот там речь идет о прошлом веке. И речь идет о войне против конкисты испанской, которая началась в XVI веке. В общем, это такой любопытный факт. И действительно их присоединили к Мексике. Вот, и сегодня, в общем, это неотъемлемая часть. Как Крым присоединили к России. Понятно. Да. Теперь вернемся к компании Arminas Travel. И я должен сказать нашим радиослушателям, если у вас появился интерес или любопытство, вы можете побывать на сайте компании arminastravel.com. Arminas Travel одним словом напишите, или просто напишите Армина Вольперт, и вы пойдете на этот сайт, как я вчера ночью это сделал и побывал там. В любом случае, что я могу сказать? Чем отличается отдых, скажем так, в Мексике от отдыха, например, в Израиле? Вот если можно сравнить. Я знаю, чем уже. Сравнить нельзя. И в Израиле вообще не отдых. Здесь такое количество семьи и любви, что, в общем, отдыхать не получается. И очень много еды. Вот Пасха, это, конечно, пасхальные праздники, это невероятное совершенно испытание со всех точек зрения. Вот. Мне проще сказать про Мексику. Да. Ни одна страна не предлагает тот уникальный симбиоз впечатлений, который предлагает Мексика. То есть для людей, это для любого туриста действительно, для людей, которые любят шикарный берег моря и шикарные отели, это Мексика. Для людей, которые любят экстрим, это Мексика. Для людей, которые любят дайвинг, это Мексика. Сумасшедшая гастрономия, это Мексика. Антропология, история, это Мексика, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мне сложно представить какую-либо другую страну, которая могла бы предложить такое разнообразие. Я вам приведу только маленький пример свой. Когда 31 декабря вы в Карибском море
останавливаете водный мотоцикл, и мимо вас проплывает семья дельфинов, которые плывет куда-то в сторону Да. Кубы, вы понимаете, что вы находитесь в раю. И я специально пригласил Армину, чтобы она подтвердила мои слова. Безусловно. Только они до Кубы не доплывут. Это мексиканские дельфины, да, они... Это мексиканские шутки. Ну, и, кстати, вот мы не поговорили об истории Канкуна, мы еще когда-нибудь поговорим, тоже уникальная история, как он появился и как там здорово отдыхать. В любом случае, у нас остается буквально 2 минуты до завершения нашей программы. Надеюсь, что благодаря тебе, Армина, мы в течение этого часа побывали в этой невероятной стране, в Мексике. И хочу тебе сказать, ну вот, скажем так, если тебе дать возможность там 3, 4, 5 слов сказать про Мексику, для того, чтобы сказать нашим радиослушателям побывать там, что бы ты сказала? Удивление — это первое слово. Она удивляет абсолютно всех. Может быть, на фоне того, что читают, или насколько она неизвестна здесь. Удивление, глубина ощущений. И вы обязательно найдете что-то свое, что совершенно для вас будет абсолютным открытием, но будет совершенно вашим. Вот. И, безусловно, глубочайший такой антропологический опыт общения с людьми. Вот, наверное, вот это основные темы. И я, можно тебя отдавать, я что-то наглею, но я добавлю от Да. себя история, потому что проникновение в историю сумасшедшее, Да. как будто бы лифт времени. Вот вы спускаетесь, особенно когда приезжаете, Абсолютно, она да? не теоретическая, она вот по твоему ощущению. Ты видишь этих людей, и ты пробуешь еду, и ты абсолютно действительно в машине времени. Ты попадаешь в другое совершенно соизмерение. Это, в общем, уникальная совершенно возможность. Все, что нужно сделать для этого, просто 11 тысяч километров перелететь из Израиля Это туда. очень просто. Это достаточно просто, да, уютно, компактно, симпатично. Ну и в любом случае я хочу благодарить тебя за то, что ты пришла сегодня в студию. К нам присоединился здесь и директор компании, и твоя дочь, которая живет в Израиле, Да. и очень красивая семья. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо огромное, Влад, за приглашение. Это так приятно, на самом деле. Что я могу здесь, в Израиле, на своей земле говорить о Мексике, это совершенно невероятное ощущение. Да, я Спасибо. надеюсь, это круг замкнулся своеобразно. Абсолютно. Знаток и исследователь Мексики, официальный представитель Министерства туризма Мексики, автор путеводителя по Мексике, генеральный директор компании Arminas Travel. Армина Вольперт была у нас сегодня в гостях и делала нам такой подарок во время наших пасхальных будничных дней Холя Муэд. Ну и если вам интересно, побывайте arminastravel.com, там найдете ответы практически на все вопросы, связанные с путешествием в эту Да, страну. однозначно. Спасибо. Хаг самех. Хаг самеах.